Администрация Инты ежегодно на протяжении многих лет во внеочередном порядке переселяет граждан из непригодного для проживания ветхого и аварийного жилищного фонда. Для этих целей муниципалитет готовит фонд квартир. Так, в 2022 году были отремонтированы 18 пустующих квартир, в 2023 – 22 квартиры, в 2024 – 11 квартир. Расселены и отключены от инженерных коммуникаций 7 аварийных МКД в 2022, 5 аварийных МКД в 2023 году. В 2024 году из такого жилья переселено 77 семей, это 126 человек. Признаны аварийными, переселены и отключены от инженерных сетей 4 многоквартирных дома. В 2025 году проводилась работа по переселению 14 аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, 3 из которых были отключены от инженерных коммуникаций по факту расселения граждан. В прошедшем году было переселено из аварийного жилищного фонда 42 семьи, 71 человек. За истекший период 2026 года переселено 12 семей, 27 человек. Отключено от инженерных коммуникаций 1 аварийный многоквартирный дом. Работа по переселению граждан осуществляется на постоянной основе. Приглашаем граждан, которые еще не обращались для предоставления жилого помещения. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья. Администрация МО Инта, 108 кабинет, а также по телефону 631 50. Приемные дни – среда, пятница. Администрация округа не участвует в региональных и федеральных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилфонда и реализует мероприятия по расселению из таких домов без привлечения средств регионального и федерального бюджетов. Поскольку в Инте жилищное строительство не ведется, переселение интинцев осуществляется путем предоставления им жилых помещений из пустующего освобождаемого муниципального жилищного фонда. Напрямую с очередниками на переселение из ветхих и аварийных домов работают специалисты администрации. При появлении новых площадей они сразу связываются с претендентами. Мне предлагали 2 раза. Первый раз по Морозово, там 5-й этаж. Но они-то не знали. Я пришел и сказал: девочки, у меня с ногами проблема. Все, тут же молодцы, девочки. Вот сказать мне даже только хорошие слова в их адрес могу сказать. Все они тут же пересмотрели, буквально через 2 недели мне пришло по телефону вызов, и мне предложили 3-й этаж. Очень хорошую квартиру. Долго я ничего не ждал, там ремонт сделали, и я поселился. Я зашел в квартиру, девочкам дай Бог здоровья. Прям, я сказал только одно слово: да, и все. Молодцы девчата, вот со 108 кабинета. Не бегал, чтобы с бумагами бегать, там оформлять, как обычно бывает. Нет, все они сделали. Учли мой возраст. Молодцы. Большое им благодарность большая им, конечно. Даже принимали меня, когда у них неприемный день. Молодцы. Микрорайон Западный был заложен в Инте в середине 50-х годов. Первые постройки там сданы в 1957 году. Владимир Николаевич жил здесь последние 10 лет. На его глазах район угасал. После закрытия шахты люди начали разъезжаться, дома пустеть. Здания, построенные в начале 60-х годов, ветшали и стали представлять опасность. Их признали аварийными, и оставшихся немногочисленных жильцов поставили в очередь на переселение. Жил я там уже 10 лет, это по Гагарина 13. Дом-то сам еще, он держится хорошо, кирпичный. Но там беда в другом, прожиточном. Я вот пожилой человек, у меня ноги больные. А там, что купить, вот даже туалетную бумагу, нужно идти в город. Трамваи плохо ходят, а в город пешочком тоже накладно. Вот, собственно, из-за этого там очень плохо. Там один продовольственный магазин и все. Никакой обслуги. Были комиссии, там, конечно, там запущен подвал, но там ЖЭК не смотрел прошлый. Вот. Да и никому не нужен был. Как шахты закрыли, так и поселок упал. Был хороший поселок, когда были шахты. А сейчас пришел в упадок он полностью.
Примерно месяц назад Владимир Николаевич получил новое жилье. Сегодня он занимается налаживанием быта, уюта и обустройством квартиры. Стелит линолеум и наводит порядок. Прекрасный район. Это за 9-й школой. Ну, я живу в Инте с 58-го года, я старожила здесь. Вот. Прекрасный район, магазины. Да что говорить, ну, выступаю по Интимскому каналу, поэтому интимцы знают, что там и магазины, и круглосуточные, и, ну, все рядом, все. Владимир Николаевич со словами благодарности отзывается о специалистах отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации. Все его пожелания были учтены и в кратчайшие сроки подобрано жилье.